Этот участок земли на улице 18 мая в селе Строгановка когда-то был отведен под зону соцкультбыта. Долгие годы местные жители жили в надежде, что здесь вот-вот начнут строительство долгожданной школы, детского сада и игровой площадки. А в 2014 году им даже пришлось обратиться в суд, чтобы отстоять право местных жителей иметь здесь социально-культурные объекты, в которых так нуждается густонаселенный поселок. В 2016-м суд они выиграли. Поэтому для них стало полной неожиданностью, что совсем недавно этот участок передали в частную собственность. Я жительница села Строгановка и уже мать двух маленьких детей, которые мечтали на протяжении уже стольких лет, что нам построят школу. И вдруг мы узнаем, что по-хамски глава сельского совета Галенко распродает землю, не посоветовавшись с людьми, ни с жителями села, с хозяевами Строгановки, не посоветовавшись, наглым образом раздает землю. Мы возмущены все, мы собрались, чтобы как-то этот вопрос решили. Наша Строгановка уже больше 30 лет. И сейчас она разрослась. Это самое большое село в Трудовском сельсовете. И плюс еще Симферопольского района. И несмотря на это, ни одной социальной инфраструктуры здесь нет. Ни школы, ни садика, ни спортивных каких-то там больших, я имею в виду, комплексов. Не площадок, а комплексов. И эту площадку, о которой мы сейчас переживаем и беспокоимся, мы ее сохраняли уже на протяжении долгого времени. Именно для чего? Для того, чтобы создать вот этот учебно-образовательный комплекс. Уже был инцидент того, что в 2014 году эти участки, золотые землю, ее просто раскидали, распродали. Но несмотря на это, благодаря активистам нашего Джемата, выиграли этот суд. Но, как оказалось, для Симферопольского райсовета и администрации решение суда не закон. В 2018 году землю передали под индивидуальное жилищное строительство. В 2018 году был утвержден генеральный план, в котором территория соцкультбыт, она относится к зоне, в которой уже сформированы земельные участки и под школу, и под детский сад, и под дом культуры. Обращаю внимание, это был 2018 год, утверждение генерального плана. В этом же генеральном плане та зона, о которой вы говорите, она находится в функциональной зоне для индивидуального жилищного строительства. Генеральный план пересматривался, недавно утвержден в марте месяце, если я не ошибаюсь, 17 марта. В том числе и правила землепользования и застройки. В том, что вы говорите, у вас есть какие-то виды на определенные территории, и для того, чтобы можно было в правовом поле говорить об этих видах, то нужно было как-то через депутата анонсировать необходимость изменения функциональной зоны. Все те зоны, которые были нам подавались в орган местного самоуправления, все прошли на рассмотрение в генеральном плане и были внесены корректировки. По словам местных жителей, они неоднократно обращались к своим депутатам, но безрезультатно. Мы обращаемся к депутатам, а у депутатов нет ответов на наши вопросы. И говорят, что они вообще не владеют ситуацией и никакого отношения к этим вопросам не имеют. Тогда опять же возникает вопрос, а кто тогда решает? Это вопрос коллегиальный, который, есть регламент соответствующий, масса законодательных документов. Поэтому мы, конечно, в первую очередь нападаем на наших депутатов. Мы их избрали и хотим, чтобы они за нас стояли горой. Но и местные депутаты оказались бессильны решить этот вопрос. Все, что они смогли сделать, это в знак протеста сложить свои мандаты, что вызвало, в свою очередь, коллапс в местной власти. Теперь в Трудовском сельсовете, состоящем из 10 депутатов, их осталось только 4. Сайгал Джемат, мне, честно сказать, такой депутации не надо. Чох сау, что вы меня поддержали, что вы меня верите. До конца я буду идти с вами. Это наша земля, Родина. И мы доведем это дело до конца. Я с пятницы сложил свои полномочия и сложили 5 депутатов. В общем, 6 депутатов сложили полномочия. Вот эти все дела, я не знаю. Багышланас, чох, я не могу дальше.
Передача этой земли в частную собственность создала еще одну проблему. Именно здесь, неподалеку, находится и природный овраг, который естественным способом отводил от жилых домов дождевые воды. Если его уничтожат, многим жилым домам грозит подтопление. Вы же понимали, что эта земля опасная, да? Это дренаж. Это просто дренаж, ставок. Где муниципальная земля? Покажите нам. Вот эта муниципальная уже нет. Это уже часто. Кто получил ее? Она и была муниципальной Кто получил землей. ее? Скажите. Она была Вы можете сказать фамилия, имя, отчество этих людей? Подать их данные. Подать их данные. Фамилия, насколько помню, одна Рыкова. А Жители, вторая- это не жители нашего села. Вы видите вот эту дренажную систему? Она была естественной дренажная система. Водоем во овраге образован. Для чего? Для того, чтобы оно как-то скапливало воду. Это было экологическое положение, потому что вода потом проходит и питает нашу Салгирку. Это в наше сейчас трудное время с водой. И посмотрите, что произошло. Засыпали полностью. Чем питать будет наша Салгирка? Вода найдет место, и она пойдет поверх. И у нас уже дома плывут. Как только дожди идут, водой заливает. Оставлять эту проблему без решения жители села Строгановка не собираются. Они намерены решительно отстаивать эту землю, чтобы их дети имели свой детский сад, школу и игровую площадку. И чтобы каждый дождь не грозил их безопасности.